начать мечту, новый путь именно с классического такого. Здесь, в Америке, даже официантом нужно постараться еще стать. Здесь довольно дешевые деньги в Америке, очень легко получить кредиты. Я переехал в Чикаго, мне здесь очень понравилось Чикаго. Америка в целом, говорю, вот, более благоприятна к началу и становлению малого и среднего бизнеса. Лучшее есть во мне, это то, что мне дала моя страна, моя родина и, конечно же, мои родные. Добрый день, дорогие телезрители! Мы обратно же в нашем канале на Пирамиде путешествуем по Америке и делаем серию репортажей о наших соотечественниках, которые находятся в этой стране. Конечно же, город Чикаго очень большой и огромный, финансовый центр. Мы начинаем, будет интересно, смотрите. Я надеюсь, что беседа будет для нас очень позитивной. Добрый день, Куанычбек, как у вас? Хорошо, да? хорошо. Рада вас видеть. Спешил к вам. Да. Спасибо большое. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Мы специально приехали из Кыргызстана, телеканал «Пирамида», снять серию репортажей о наших соотечественниках, которые находятся... Да, спасибо. Сегодняшняя передача у нас будет «Американская мечта». Я надеюсь, что будем беседовать, будет интересно, позитивно и полезно. Будет точно. Да? Тогда поехали. Кубанычбек Абдрахманов, основатель компании Incognito Customer Satisfaction, совладелец компании Atlas Pro Expedited Delivery, срочные доставки. Партнер Holdings Logistics Company, транспортная компания. Родился 21 июня 1981 году в городе Ош. Переехал в Бишкек в 1996 году. Окончил гимназию номер 70. Поступил в Институт управления и бизнеса при КТУ имени Исхака Разакова по направлению менеджмент. Благодаря поддержке родителей свои 11 Кубанычбек уже говорил на нескольких языках. Имеет 3 старших сестер и брата, с которыми у него теплые отношения и много веселых воспоминаний. Отец 2 сыновей, Амир – старший сын. В этом году Амиру исполняется 18 лет, младший Аким, ему 11. В США всегда привлекали его. Он был уверен в том, что когда-нибудь он увидит, как устроен этот заманчивый западный мир. Очередное утро в Чикаго. Нужно вставать и приступать к тому, чем занимаются в будни жители Америки. Поглощенный любимой работой, Кубанычбек Абдрахманов за минувшие 8 лет смог адаптироваться к бешеному темпу мегаполиса. В 2014 году, наверное, так звезды сошлись. Были длинные очереди, если вы помните, чтобы попасть, получить визу в посольство. Месяцами очереди были. А я почему-то решил проверить, сидя в кабинете, и смотрю, что есть окошко. Одно окошко на полчаса в 9:30 было буквально через 3 дня. То есть я смотрел в пятницу, на понедельник было уже окошко, если я сейчас не ошибаюсь, в датах, в днях, неделях. Я тут же забронировал. Пошел очень легко, каким-то образом прошел интервью, мне дали мультивизу. Я приехал в 2014 году сюда, приехал на 1 день, на 1 месяц. Планировал прилететь, улететь обратно. У меня племянница выходила замуж и думал, как старший дядя, как брат, поприсутствовать. Но, если вы себя помните, в 2014 году началась не самая хорошая ситуация, и тогда я принял решение остаться. Остался с 2014 года, прилетел я сперва в Нью-Йорк, начал, наверное, как любая классическая история иммигранта, начал первый раз в жизни попробовать, хотел себя официантом. За 33 года я ни разу не был, но там я узнал, что, оказывается, здесь, в Америке, даже официантом нужно постараться еще стать. Меня не взяли официантом, сказали, что мы сейчас не берем, во-первых, не берем сразу, во-вторых, сейчас не берем, у нас полный штат, но может быть басбоем. Я говорю, а что это такое? Говорит, это помощник официанта. Оказывается, у официанта здесь есть помощник, который помогает только когда гости пришли, он встречает, дает водички. И это человек, который занимается только уборкой со стола.
В общем, я устроился басбоем, проработал, наверное, несколько дней. Ресторан, к сожалению, тогда был пустой. И я понял, что мне нужно что-то другое искать. Я хотел, вроде какая-то денежка, какие-то запасы были, но хотелось начать мечту, новый путь именно с классического такого настроения. Потом я пошел на мувинг. Мувинг — это когда ребята приезжают, если вы переезжаете с одной квартиры в другую, то приезжают ребята и все это загружают в бокс-трак, такой грузовичок, перевозят куда вам надо и разгружают. Все это должно быть, естественно, аккуратно, безопасно. Вот. Я 2 или 3 месяца проработал на мувинге. Честно вам признаюсь, очень доволен. Прям очень. Во-первых, это такое романтическое начало моей поездки. Во-вторых, это мне здоровье очень помогло. Я приехал такой был, если не ошибаюсь, 115 килограмм веса, уже немножечко обленившийся. Но когда поработал на мувинге, я скинул очень быстро, около 17 килограмм. Открыл небольшое дело, аренда лодок. Аренда лодок в морской отрасли в Штатах весьма развитая тема. Такой комплекс помогает владельцам зарабатывать баснословные деньги. Ведь посетителям дается возможность любоваться впечатляющим видом на прибрежный город, одновременно отдыхая от ежедневной суеты и шума. В какой-то момент я переехал в Чикаго. Мне здесь очень понравилось Чикаго. Я считаю, один из самых крутых городов Америки. И с того момента, наверное, этот город меня не отпускает. Но на сегодняшний день мы находимся здесь, в Чикаго, в этом прекрасном городе. Классно. Очень интересная история. Я бы хотел такой вопрос задать. Чем отличается, кстати, ведение бизнеса в Кыргызстане и в Америке? Какие условия? Хороший вопрос. Постараюсь сжато на него ответить. Начну с того, что правительство здесь, ну и вообще контролирующие органы здесь не настроены на то, чтобы найти и наказать, а больше настроены на то, чтобы, если есть ошибки, то их найти и обозначить, и образовать предпринимателя, начинающего предпринимателя, что здесь у тебя ошибки, надо их исправить, здесь у тебя ошибки, надо их исправить. То есть здесь контролирующие органы — это не органы наказательные, это больше образующие. Ну, понятное дело, что они, если человек злостно нарушает, то они вынуждены будут принимать меры. В наших странах, я думаю, что пока, к сожалению, наверное, еще не так, но я очень надеюсь, что Кыргызстан будет одной из таких стран, где будет приветствоваться малое предпринимательство, средний бизнес. Но я услышал, что сегодня уже есть большие сдвиги в этом направлении. Я очень рад. Но вот Америка в целом, говорю, более благоприятна к началу и становлению малого и среднего бизнеса. То есть это налоги, условия? Да. Первое, с чего начну, здесь очень большое потребление, очень высокий уровень потребления. Можно продать все, покупают практически все. Другое дело, что как долго вы выживете, насколько у вас хватает запаса терпения, финансов и бюджетов. Здесь дешевые деньги. Можно, наверное, сказать так. Сейчас они немножечко, конечно, стали там дороже. Я объясню, что я имею в виду. Кредиты здесь очень доступны. Кредиты для начала бизнеса, для старта бизнеса еще более доступны. То есть потребительский кредит, он в принципе доступен, но он немножечко дороже. Но если вы начинаете свое дело, если они видят, что это действительно готовый бизнес-план какой-то, если у вас есть какие-то двухгодичный, пятилетний план, который вы можете показать, здесь очень много свободных денег у людей, которые они готовы инвестировать в эти малые бизнесы, и они готовы ждать и рисковать. Там говорят, что порядка 15-20% невозврата, около 9 из 10 бизнесов закрываются в первые же 10 лет, но они готовы идти на эти риски, потому что те бизнесы, которые потом развиваются, становятся одним из звен вот этого круговорота, где деньги вращаются, и если вы, когда уже немножечко выросли из малого в более такой в средний бизнес, этих денег, вы потом к этим же банкам можете обращаться за дополнительными деньгами, чтобы расширить спектр своих услуг или свой ассортимент. Первое, наверное, чтобы я обозначил, это большие возможности, большое потребление. Второе, это то, что дешевые деньги. Это, наверное, два основных пункта, которые я сейчас могу так с лету рассказать.
Еще с детства, увлеченный иностранными языками, наш герой уже к 11 годам говорил на английском, кыргызском, русском, узбекском и турецком, благодаря чему еще в школе начал зарабатывать самостоятельно, выступая в ночных клубах, читая американский хип-хоп и рэп. Высшее образование получил в Институте управления и бизнеса при Кыргызском техническом университете на отделении менеджмент. Успешно окончив вуз, подался в игорную сферу, проработав в казино ряда стран 14 лет на разных должностях. Но со временем, признается, начало привлекать желание брать лучшее от всех миров, культур и народов, чтобы построить совершенно новый мир без границ и предрассудков. Так Кубанычбек Абдырахманов оказался в Штатах. Когда-то мне сказали такую интересную вещь: или ты начинаешь заниматься политикой, или она в конце концов начинает заниматься тобой. Тем более в нашей стране, в Кыргызстане, это действительно так, где, я не знаю, к сожалению или к счастью, я надеюсь, что все-таки к счастью, если это принесет эффективные результаты, молодежь очень сильно политизирована. Я себя нарочно очень сильно и давно отстраняю от политики. Я не читаю прогнозы, я не читаю сводку новостей. Но две вещи хочу обозначить. Вторая вещь — это то, что самая важная новость, то, что мне касается меня, моих близких или моего бизнеса, я думаю, что она дойдет так или иначе через кого-то. Поэтому я и не читаю такие вещи. Первое, почему я не читаю, это потому что я думаю, как говорил, вы, наверное, с ним знакомы, Маргулан Сейсембаев, произойдет, скорее всего, то, что вы не ожидаете. Но так и произошло. Все ожидали кризиса гораздо ранее, чем он произошел. Какая-то часть говорила, что наоборот, уже никакого кризиса не будет, что Америка вышла из кризиса. Как мы видим, к сожалению, по крайней мере в той индустрии, в которой я, кризис сказывается очень сильно. И то, что сегодня творится в мире, к сожалению, я думаю, что нас коснется еще больше. Мало того, что уже коснулось довольно сильно, но коснется еще больше, потому что это все-таки круговерть, в которой мы находимся все. В любой драке, я думаю, что нет победителя. Я думаю, что все участники любого конфликта так или иначе немножечко страдают. Единого просто победителя нет, потому что, я думаю, даже не буду развивать эту мысль, она, в принципе, самодостаточная. В любом конфликте, я считаю, что пострадавшие будут со всех сторон. Америка – идеал свободы, страна возможностей, которая любит смельчаков. И несмотря на то, что Кубанычбек Абдырахманов в жизни всегда избегал две вещи, это что касается цифр, отчетов, а также машиностроения и грузоперевозок, все же смог реализовать себя в логистике и тракинге. И так уж получилось, что в 2017 году, если мне не изменяет память, благодаря моим друзьям, благодаря моим близким, я попал в эту индустрию, в которую меня звали довольно давно. Траковая индустрия здесь, в Чикаго, очень развита. В США это вообще одна из самых ведущих, это считается кровеносной системой США. Я попал в логистику, где, собственно, я и остался с того времени, можно сказать, с какими-то перерывами. Благодаря тому, что было понимание, эта картинка будущего, что это все-таки индустрия, которая будет жить еще очень долго, которая приносит пользу в каждый дом, буквально в каждый дом. Я остался. На сегодняшний день мы с партнером, у меня есть партнер Алексей, открыли компанию бокс-траковую, называется она Atlas Pro. Здесь у нас гораздо проще. Мы принимаем на работу людей с разрешением на работу в Соединенных Штатах Америки. И, в принципе, кроме этого, нам больше ничего не надо. Практически у каждого есть водительское удостоверение, самое обычное. К нам звонят, либо приходят. И водитель может уже в тот же день сесть и поехать, потому что мы не подлежим регуляциям, которые где подвергаются большие траки, индустрия больших траков, грузоперевозок. И мы решили занять такую нишу, где мы занимаемся такими же перевозками. Это называется Expedite. Это срочные доставки по всем штатам. 48 штатов мы обслуживаем, плюс Канада. И ребята у нас есть и были с Киргизии, с Узбекистана, с Кыргызстана, с Кыргызстана, с Узбекистана, с России, и сейчас очень много с Украины. Очень много людей, которые приехали, получили так или иначе какой-то статус, рабочий статус, и очень легко к нам устроиться.
Ну, в принципе, этим мы и занимаемся. Потерять солидные суммы на уплате налогов в Америке – дело обыденное. И это еще если не дойдет до суда. Так как же преодолевать неприятности, с которыми можно столкнуться в американской налоговой службе? Очень сильно сложная система налогообложения. Для предпринимателя, который хотел бы заниматься своими налогами сам и иметь возможность легально экономить, я имею в виду сокращать налоговые расходы, надо быть, как мне кажется, очень образованным в этой стезе, в этом направлении. То есть финансовая грамотность. И финансовая грамотность. Не обязательно прям учиться много лет на это, но обязательно советоваться с людьми, которые точно в этом понимают, потому что можно списать с налогов много что. Здесь на самом деле, как я уже говорил, дают малому бизнесу развиваться. Его какое-то время, даже первые 2 года, 3 года могут не трогать. Налоговая, в принципе, может без проверок, вы можете обойтись без проверок. Но если вы будете допускать очень грубые ошибки, к вам быстро постучатся в дверь. Отвечая на первую часть вопроса, могу сказать, что с налогами здесь сильно сложно, но всегда есть возможность быстренько исправить ситуацию. Если вы где-то действительно ошиблись, они не приходят сразу с наручниками к вам, приходит письмо предупредительное, показывают, где у вас, возможно, была ошибка, потому что там тоже человеческий фактор. Наверное, мой самый быстрый совет на этот вопрос был бы: обращайтесь к специалистам. Заплатите лучше деньги сейчас чуть-чуть больше, чем потом переплатить за то, что все равно надо будет делать. И делать надо будет правильно. Одна из самых больших кыргызских диаспор в Америке приходится именно на Чикаго. В этой многочисленной компании соотечественников у каждого солидный запас поучительных историй. Всех их объединяет трудолюбие и сплоченность. Они отправляют деньги на родину, инвестируют, занимаются благотворительностью, тем самым активно вкладывая в экономику Кыргызстана. Наверное, в первую очередь я бы хотел сказать спасибо всей нашей стране, потому что я думаю, все, что лучшее есть во мне, это то, что мне дала моя страна, моя родина и, конечно же, мои родные. Это то, что вложили в меня мои родители, это то, что досталось мне от моих сестер старших, моего брата. Я думаю, что и немалую роль сыграли мои дети. Но обращаясь к стране и своим соотечественникам, я бы хотел, наверное, сказать всем большое спасибо, оставайтесь верными себе, оставляйте маленького ребенка внутри себя, который будет всегда верить в то, что после самого темного времени суток все-таки приходит рассвет. И какие бы передряги, какие бы трудности не были, я хочу пожелать своим соотечественникам, своим родным, близким, друзьям, чтобы оставалась вера маленького мальчика внутри, что где-то там солнце засветит. Вы, наверное, знаете, телеканалу «Пирамида» в прошлом году исполнилось 30 лет. В этом году нам 31. У нас было юбилейное как раз мероприятие, и юбилейные награды. В связи с этим мы хотим вас поздравить, а также подарить наши подарки. Это телеканал моего детства. Спасибо вам большое. В первую очередь, вы находитесь вдалеке от нас. Я бы хотел подарить этот колпак, чтобы всегда у вас вы вспоминали наш Кыргызстан. Спасибо большое. Никогда что головы не подумали. Вспоминаю себя как на первом браке. Спасибо большое, Чон Рахмат. И небольшие подарки от нас. В связи с юбилеем мы выпустили свои медали, а также удостоверения за хорошее, долгое сотрудничество, а также помощь телеканалу «Пирамида». Награждается номером 38 Куанычбек Абдрахманов. Спасибо большое. И вот такой медаль. Чон Рахмат. Чон Рахмат, это очень приятно. Чон Рахмат. И, конечно же, наши брендовые футболки. С названием моего любимого телеканала, да? Надеюсь, это ваш размер. Вот, «Пирамида». Пирамида, смотрите.